Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе 7 часов вечера. Меня зовут Михаил Серкили, это программа «Цена свободы». Сегодня вторник, 21 февраля, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Мы признательны вам за вашу поддержку. В описании вы найдете ссылку nokta.md «Поддержать Nokta», по которой вы можете сделать пожертвование нашему новостному порталу. Там описан способ того, как сделать разовое пожертвование. Если вы хотите стать нашим патроном, то в описании к этому видео вы также найдете ссылку на наш аккаунт в Patreon. Ну а мы переходим к темам сегодняшнего выпуска. Партия ШОР возобновила протесты уже под новой вывеской «Платформы за народ». Чего ждать от нового протестного сезона, мы поговорим с Игорем Бацаном, исполнительным директором Ассоциации за демократию и участие. В прошлую пятницу в Гагаузии прошел симпозиум под названием «Гагаузия. Опыт прошлого, возможности настоящего, стратегия будущего». На этом форуме участвовала очень представительная делегация из Венгрии и ни одного представителя Украины и Румынии. С чем связана внезапная любовь к Венгрии со стороны руководства Гагаузии, мы поговорим с Иваном Капсамоном, журналистом из Киева. Один из журналистов ГРТ запустил кампанию «Руки прочь от ГРТ», обвинив меня и Национальное МПО в области медиа в намерении закрыть ГРТ. Что с этим не так, мы поговорим с Петром Маковеем, исполнительным директором Ассоциации независимой прессы. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, у нас на связи по скайпу исполнительный директор Ассоциации за участие и демократию Игорь Бацан, политический аналитик, комментатор. С господином Бацаном я предлагаю поговорить о новом сезоне протестов, который запустила партия ШОР на прошлые выходные. Опять партия ШОР, теперь уже под названием, под какой-то другой вывеской «Новые платформы» созвали протесты. Вот что бы это могло значить и к чему это все приведет, я предлагаю поговорить с нашим гостем сегодня. Господин Бацан, здравствуйте, слышали вы в студию. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер всем. Да, добрый вечер, приветствую вас, благодарю, что пришли к нам. Вот новые протесты. Вы увидели что-то новое, или это продолжение старых песен о главном, это продолжение того же нарратива, что было в прошлом году, или что-то новое все же есть в этих протестах, которые были начаты? Безусловно, креатив присутствует, но мы понимаем, что все это приурочено к началу, скажем так, нового избирательного цикла. Мы все знаем, что осенью состоятся всеобщие местные выборы, после них будут президентские, а потом еще через год будут парламентские выборы, и уже начинается вот такая подготовка издали к вот этим важным событиям. И, кстати, организаторы протестов, насколько я знаю, я читал о том, что вот все это приурочено к местным выборам, потому что они хотят, чтобы на местные выборы победили нужные партии для того, чтобы впоследствии, скажем так, низовые структуры власти оказывали и они давление на правящую партию. Ну хорошо, а вот новые местные выборы, они каким-то образом влияют на политическую динамику в стране, и могут ли они повлиять на избирательные кампании, которые последуют за ними, президентскую и, скажем так, парламентскую, имеется в виду результаты этих выборов? Безусловно, Михаил, потому что те, которые организовывают выборы, они же, я говорю, среди них есть креативщики, вот, и их главный тезис состоит в том, что если партия власти проиграет местные выборы, это будет означать, что у правящей партии просто нет легитимности. И они давно уже напирают на то, что из-за того, что высокая инфляция, уровень жизни упал, вот якобы у правящей партии больше нет легитимности, а значит можно раскачивать власть и требовать досрочные парламентские выборы. Ну хорошо, вот объясните, пожалуйста, вот этот вопрос. Как могут пройти досрочные парламентские выборы? Ну, допустим, партия ПАС проигрывает выборы, ну или, допустим, набирает не
То есть примары от партии ПАС избираются не в 800 там с чем-то примариях, да, а, допустим, в 30% примариях или в 10% примариях. Каким образом это может спровоцировать досрочные парламентские выборы, если у партии ПАС большинство в парламенте, это не коалиционное правительство, каковы процедуры? Потому что как бы юридически нет оснований, даже если партия ПАС проиграет местные выборы, нет оснований для распуска парламента и объявления новых досрочных парламентских выборов. Совершенно верно, вы абсолютно правы. С точки зрения права, у нас парламентская республика, мандат парламента – это представительный мандат. Это означает, что мандат на 4 года, но есть политическая теория. И креативщики, которые обслуживают партию ШОР и так называемое движение, протестное движение, они, видимо, хорошо знакомы с политической теорией, которая говорит о том, что да, власть, которую получают на выборах определенные партии, это как до некоторой степени мы отдаем свой граждане, отдаем свой суверенитет этой партии, и впоследствии, если эта партия, скажем так, нам не нравится, то у нас есть право на револта, как будет по-русски, на протест. Не на протест, а на... Это не протест, это нечто более... Что-то между революцией и протестом. Да. Я просто выскальзывает это мнение, и они на это напирают. Вот мы проведем раскачку до местных выборов, на местные выборы, возможно, мы объединимся и победим, и тогда будет сигнал о том, что вот нет легитимности у партии власти. Если нет легитимности, то, в общем-то, тезис Джона Лока о том, что право народа не на возмущение, право народа что-то подобное на революции, если народу не нравится, как правят те, которые получили мандат от народа. И надо заметить, что эту линию они гнут, начиная с сентября, когда представители партии ШОР и партии коммунистов посетили Москву, потом вернулись и объявили в Кишиневе создание Комитета национального спасения, который на минуточку собирается взять власть в свои руки. Потом они сподхватились, поняли, что это, вообще говоря, может караться законом, такие заявления. И, если вы помните, было движение Пентру-Авиация Нова за новую жизнь, а теперь все переименовали уже Пентру-Попор, да, за народ. То есть они как бы чувствуют, что перегнули палочку, теперь пытаются как-то все это в новое русло, завернуть весь этот протест для того, чтобы, как я уже говорил, иметь аргументы в дальнейшем. Ну вот право револта переводится как бунт либо восстание, да? Восстание, право на восстание. Право на восстание, да, но как бы для того, чтобы не было восстания и не было бунта, как мы знаем, русский бунт беспощадный и т.д. Бессмысленный, да. Да. Для этого и существуют выборы, да, то есть как бы и сменяемость власти через процедуры. Понятные, четкие процедуры, допустим, 4 года. Очевидно, они не хотят ждать эти 4 года, не хотят давать партии власти те самые 4 года, отпущенные по закону. Вы сказали, что это так называемый протест, упомянули, да, вскользь. Почему это так называемый протест? Вы могли бы раскрыть скобки? Потому что я бы хотел, чтобы организаторы протестов сначала в свои политические программы и возможных избирательных программах внесли клаузу о том, что они, если придут к власти, они будут оплачивать эти коммунальные услуги граждан Республики Молдова. Если они это сделают в своих партийных документах, то я тогда поверю, что они более-менее, скажем так, искренне. А так, ни с того ни с сего собрать протест для того, чтобы правительство оплатило за коммунальные услуги, мне кажется, что это совершенно не, я даже не могу подобрать слово для того, чтобы не выругаться.
Вы же понимаете, что это просто раскачивание лодки в нашей стране. А вот очевидно, что в данном случае протестное движение пользуется демократическими процедурами для того, чтобы Это да. Это подорвать демократию. Во всяком, у вас не возникает такое ощущение? Ну, мы же знаем большевистский лозунг: дайте нам демократические права на полчаса, а потом мы вам устроим такую диктатуру, что вам мало не покажется. В общем, это известная формула. Большевики не брезговали пользоваться этой формулой, но большевики были убежденными людьми, поэтому к ним можно по-разному относиться, но нельзя отрицать, что они были действительно убежденными. Да, они все делали из убеждения. Что вышло из этого, это уже другой вопрос. Те, которые сегодня, вот эта партия Шор, ну, это банкир, который украл $1 миллиард и уехал из страны. К нему относиться как к большевикам просто невозможно. А вот технологии проверенные можно использовать для того, чтобы, в общем-то, раскачать ситуацию в Республике Молдова. Вот такая вот ситуация. Хорошо, вот Марина Таубер призвала левые партии, Башкана Гагаузии и Ирину Влах, и не только Башкана Гагаузию и Влах, присоединиться к протестам. Как вы думаете, другие политические силы в Республике Молдова присоединятся к этим протестам, или вообще вот эта вот платформа Пентру Попор за народ, там, в принципе, как бы мы видим только представителей партии Шора, она имеет какие-то шансы разрастись дальше? Ну, к этому призывал Игорь Николаевич Додон, но, если мне не изменяет память, он дал интервью госпоже Демогло, это было в середине января, и он призывал объединиться. Но потом он же высказался о том, что он не верит в том, что оппозиция может объединиться. И понятно почему. Вы упомянули другие левые партии, или как бы их лучше назвать? Политических игроков, других политических игроков. Да, политических игроков. Никто не хочет связываться с партией Шор, потому что все понимают, что это очень-очень токсичная партия. Все понимают, какими методами действует эта партия, и они опасаются, что любые совместные действия с партией Шор чреваты потерей репутации. То есть все-таки надо отдать должность нашему политическому, левому политическому спектру и игрокам, которые на этом сегменте, что они все-таки они разборчивы, у них есть вот понимание того, что из себя представляет партия Шор, которая, между прочим, для того, чтобы напомнить нашим телезрителям, или как их назвать. Те, кто нас смотрит, да, грубо говоря. Да, те, которые нас смотрят, о том, что правительство обратилось в Конституционный суд для того, чтобы Конституционный суд проверил конституционность этой партии. Вот. Так что все понимают. Поэтому надо четко отделить, как говорил один политический деятель, мух от котлет. Да, мухи, они визжат. Ну, не буду я эту тему разворачивать. Надо сделать четкую делимитацию того, что есть политическая борьба за лучшую жизнь народа, и между тем, что являются чистыми провокациями, скажем так. Хорошо, а вот насчет провокаций. Вот вы видели, уверен, последний опрос, который провел, барометр общественного мнения, который провел CBS AXA по заказу Watchdog. Да, конечно. Вы наверняка видели рейтинги политиков и рейтинги политических партий. Конечно, да. По этому опросу. Единственный, по-моему, кто растет, это партия Шор. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, до некоторой степени. Незначительно в рамках ошибки, но да. В рамках погрешности, да? В рамках погрешности, да. Как это можно объяснить? Потому что мы видим, что как бы рейтинг президента и ПАС падает, и те же социалисты, по-моему, они, и тот Додон тоже падают. А вот партия Шор медленно, но уверенно растет. Пусть даже в рамках вот этой статистической погрешности. Ну, Михаил, разве это является новостью, что популистские партии, вообще говоря, пользуются
определенным, вот это, определенной Популярностью. поддержкой граждан. Это технологии. Действительно, жизнь стала сложнее. Проблема в том, что они не говорят, почему жизнь стала сложнее. Потому что даже левые партии, которые не хотят примкнуть к этому движению господина Шора, они говорят о том, что партия ПАС, правящая партия, должна, по крайней мере, обеспечить жизненный уровень, который был до прихода ее к власти. И мой вопрос к этим партиям: слушайте, когда они пришли к власти, не было войны. То есть они исходят из того, они говорят как бы гражданам, знаете, война не оказывает, вообще говоря, не прямым текстом, что война не оказывает никакого воздействия на нашу политическую жизнь, на нашу социальную жизнь, на нашу экономику и так далее и тому подобное. Поэтому эти партии предпочитают вообще не говорить о том, что рядом с нами идет безумная война, которая затрагивает всех. И тем более они не говорят, в какой мере эта война затрагивает нас. Цены на энергоносители, там инфляция и так далее и тому подобное. Как будто бы не было бы никакой связи между событиями в Украине и, скажем так, ухудшением жизни в Республике Молдова. Граждане, определенный сегмент попадается на это, и мы знаем этот сегмент, мы не единожды говорили о том, это люди, которые говорят: да, есть воры, но есть воры благородные, которые делятся наворованным с нами. Вот мы имеем, к сожалению, сегмент таких граждан в Республике Молдова, которые, можно сказать, у них создалось то, что называется кредо о том, что есть благородные воры. Вот такая вот ситуация. Да, кредо, что воры вообще могут быть благородными. Знаете. Да. Я когда говорил с иностранными журналистами, они мне говорят о том: это же образ Робин Гуда. Я говорю: нет, это не Робин Гуд. Это совсем другая ситуация. Как бы вы ее описали? Давайте, если можно. Михаил, это не Робин Гуд, но кто? Михаил, как можно описать ту ситуацию, что если в Республике Молдова у человека, скажем так, который занимал либо высокий пост, либо обворовался, сразу становится политическим лидером и впоследствии говорит о том, что его преследуют не за совершенное преступление, а за свои политические убеждения. Вот Робин Гуд этим не занимался. Он был, скажем так, борцом, скажем так, с феодальным обществом. Да, потому что... и Робин Гуд жил со своими людьми в лесу, а не на вилле в Израиле. Да, вот именно. Да, господин Бацан, в последнее время мы слышали много заявлений, это немножко тоже взбудоражило общество, о готовящихся сценариях или, скажем так, угрозах насильственной смены власти в Республике Молдова. В том числе через вот это раскачивание лодки и так далее. Вы насколько реалистичны, с вашей точки зрения, эти угрозы для Республики Молдова сегодня? Михаил, я не знаю, насколько реалистично, но я знаю, что на днях были опубликованы несколько статей о том, что и ранее Республика Молдова, и даже при власти коммунистов Республика Молдова подвергалась влиянию извне. Во время выборов парламентских 2005 года, мы помним, я недавно читал статью в молдавской прессе, кто-то напомнил о том, что тогда были арестованы российские граждане, которые якобы следили за перемещением господина президента Воронина. Потом были утверждения о том, что через 4 года о том, что госпереворот в Республике Молдова организовала международная какая-то мафия, связанная с Россией. Вот это имело место быть, когда у власти были коммунисты. Да?
Ныне ситуация значительно сложнее, потому что война в Украине, мы знаем, как эта война начиналась, как отрицалась российскими властями о том, то, что они намереваются, в общем-то, напасть на Украину. И это факт, это невозможно отрицать. В этой ситуации, да, были разные, ну и мы видим, что несет российская пропаганда, которая каждый день бомбит то Вашингтон, то Лондон, то Париж, то Варшаву и так далее и тому подобное. И мы видим, что пишут российские ученые, философы, тот же Матвейчев, доктор философских наук, который говорит, что надо стереть с лица земли целый народ и носители украинства и так далее и тому подобное. Были депутаты российские, которые говорили о том, что Молдова должна стать частью России и так далее и тому подобное. Как относиться ко всем этим заявлениям? Можно относиться к этим таким заявлениям, скажем так, беспечно. А можно, вообще говоря, принять к сведению и просто быть готовым, что в определенный момент может состояться вспышка. А если вспомнить, что партия ШОР вместе с коммунистами организовали в октябре так называемый Национальный комитет, комитет национального спасения, который взял на себя Сарчина. Цель, задача. Да, задача взять власть в свои руки, причем не через выборы, а сразу, да, то как к этому можно относиться? Ну вот тут заголовок: реально ли угроза захвата власти в Молдове? Вот они объявили об этом на площади перед прокуратурой. Объявили об этом, да? Ну и что должна делать власть в этой ситуации, учитывая то, что говорил господин Воронин в 2005 году, то, что говорил тот же Воронин в 2009 году. Он же говорил о том, что это попытка захвата власти. Говорил об этом, да? Причем мы помним, что господин Воронин не единожды упоминал гражданина Сербии, кстати, который работал с NDI здесь, в Кишиневе и так далее и тому подобное. Все это было уже. Так что ныне в условиях войны, которая вот-вот она рядом с нами, к этому надо относиться все-таки с опаской, серьезно. И надо предпринимать меры, потому что по-другому нельзя. Да, гражданина Сербии, по-моему, звали Радивой Игруич, он, по-моему, работал в офисе Совета Европы. Да. Ну и последний вопрос, наверное, задам вам, господин Бацан, если можно коротко, насколько это возможно. Путин сегодня отменил декреты, по-моему, 2012 года, которые, в том числе и декрет, который предусматривает мирный способ разрешения Приднестровского конфликта. Что бы это значило, с вашей точки зрения? Это означает всего лишь, что таким образом Россия ответила на программу правительства Ричана, который вообще не ссылается на формат 5+2, то есть переговоры по разрешению приднестровской проблемы будут проходить в режиме 1+1. И это означает, что, возможно, если у России будет если у России будет такая возможность, то Россия признает Приднестровье. Вот. Но для этого Россия должна дойти до Одессы. Вот. Поэтому это интересный ход с моей точки зрения. И моя интерпретация вот такая, что Россия больше не будет искать мирных путей разрешения конфликта. Да? Скажем так, Россия будет ситуативно относиться к приднестровской проблеме. То есть Россия с себя сняла вот эту обязанность якобы о том, что способствует мирному разрешению проблемы. И сейчас мы должны, в Республике Молдова, мы должны опасаться, что Россия может признать Приднестровье. Вот что следует из вот этой отмены декрета. Всего лишь. А могло ли правительство Ричана в данном случае ссылаться на формат 5+2, когда два члена этого формата, два участника этого формата 5+2 находятся в состоянии войны сегодня?
Вот в том-то и дело, что было бы странно, если бы они это бы сделали, потому что и украинцы, да и европейцы, если посмотреть на европейские институты, которые считают, что президент Путин вот замешан в инциденте с MH17, да, Европейский парламент и Европейская комиссия говорят о трибунале над Россией и так далее и тому подобное. С этой точки зрения было бы странно, если бы в Кишиневе надеялись на то, что формат 5+2 еще жизнеспособен, и в рамках этого формата можно решать какие-то проблемы. Поэтому, будучи более-менее рациональными и, скажем так, ну, как бы лучше выразиться, чтобы не задеть, вот, ну, будучи рациональными, скажем так, ну, прописали, что контакты с Приднестровьем будут в режиме, в формате 1+1, надо решать проблему. Никто не отказывается от мирного разрешения конфликта. А в ответ вот такое действие господина Путина, который аннулировал этот декрет и тем самым послал такой месседж. Мою интерпретацию вы слышали, да. Господин Базан, спасибо большое. Спасибо большое за то, что выразили свое мнение и прокомментировали ситуацию. Ждем вас еще. С удовольствием. Всего хорошего. Да. До свидания. Друзья, у нас на связи по скайпу журналист из Киева Иван Капсамун, наш коллега. С Иваном я предлагаю поговорить о недавнем симпозиуме, который прошел в Гагаузии с таким очень серьезным представительством венгерской делегации. Что бы это могло значить и как это вообще может сказаться на отношении к Гагаузии со стороны Украины, в частности. Я предлагаю поговорить с нашим гостем. Иван, приветствую. Как слышно? Добрый день. Слышу, все хорошо. Иван, вот такой вопрос. Вот на прошлой неделе состоялся, в пятницу, да, прошел международный симпозиум под названием «Гагаузия. Опыт прошлого, возможности настоящего, стратегии будущего». Примечательно, что в этом симпозиуме не участвовала Украина и не участвовала Румыния, но было 4 представителя, во всяком случае были заявлены, да, 4 представителя Венгрии. Вот как ты считаешь, почему в Гагаузии решили приобрести или узнать больше опыта Венгрии? Неужели Венгрия такая продвинутая страна в вопросах продвижения национальных меньшинств? Потому что как бы симпозиум был посвящен как бы Гагаузии, говорили о Гагаузии, Гагаузия имеет особый правовой статус, гагаузы являются нацменьшинством в Республике Молдова. Неужели в Венгрии все так хорошо с защитой нацменьшинств, что вы решили пригласить венгров? Или в Гагаузии отрабатывают какую-то международную повестку, не связанную с нацменьшинством? Как ты думаешь? Я думаю, что данный симпозиум и вообще это такая публичная акция больше имела символический характер для того, чтобы показать, наверняка с кем дружит сегодня официальный комрат, то есть власти в Гагаузии. И наверняка даже цели не ставилось, собственно, обсудить, ну, по сути, или прийти к какому-то выводу, по сути, тех декларируемых вопросов. Потому что правильно подметил, что действительно есть ряд других стран европейских, в том числе и соседей, у которых есть соответствующий опыт по практике взаимоотношений национальных меньшин в этих странах. Но, тем не менее, они не были приглашены. Была приглашена большая делегация с Венгрии. Соответственно, это, конечно же, наталкивает на мысль о том, что если раньше и Башкан, и руководство Гагаузии, то есть всячески, скажем так, избегало прямых ответов на вопросы по поводу ситуации в Украине, по поводу войны России против Украины, они боялись произнести вообще эти слова, что идет война и так далее. И ну, когда уже, можно сказать, там в определенных ситуациях их прижимали вопросами, тогда они с горем пополам могли сказать о ситуации, ну и на крайнем случае там сказать слово «война». Но опять-таки то молчание, их неопределенность, скажем, публичная позиции, конечно же, она однозначно для думающих людей была понятна, что в данном случае
гагаузская автономия в лице своего руководства, они хотя бы в таком молчаливом согласии с тем, какую внешнюю политику ведет Россия. И данный симпозиум, который прошел, я считаю, что он как раз находится в данном русле, потому что, если вы вспомните даже картинку, когда недавно президент Украины Зеленский был в Европе, в Брюсселе, он выступал в Европарламенте и вообще встречался с лидерами Европейского Союза, то наверняка вы заметили ту картинку, когда премьер-министр Венгрии Орбан был фактически в одиночестве. То есть он всячески, там даже на общих фотографиях его особо сторонились, там, или если другие лидеры общались между собой, то он где-то в одиночестве себе сидел. То есть это говорило о том, что позиция Венгрии является особой, и она не находится в русле Европейского Союза. И здесь мы видим большую делегацию, приглашенную в Камрад. И, конечно же, необходимо добавить, что Орбан и официальный Будапешт, Венгрия, по факту являются друзьями Путина, друзьями нынешней России. Даже если мы обратим на те высказывания, те официальные заявления, которые делает Будапешт и Орбан, я думаю, что многим они знакомы. Ну и, конечно же, зная позицию Венгрии, зная ситуацию в Украине, геополитические расклады современные, когда мы видим такую большую делегацию в Камрате, это говорит о том, что Камрад просто определяет свою позицию публично и фактически открыто. О том, что они даже идут вразрез с той позицией, которая есть у Кишинева, которая публично говорит о поддержке Украины. А здесь получается, что официальный Камрад фактически поддерживает позицию Москвы. И вот, собственно, о чем и свидетельствует данная большая делегация венгерская в Камрате и, собственно, то, что там и произошло. Ну хорошо, а ты допускаешь, что это был, как бы, ну не знаю, местное решение исполкома ГАГУ, в частности Ирины Влах, которая там каким-то образом сама по каким-то своим каналам выстраивает взаимоотношения с Венгрией, или это все же скоординированная позиция и, скажем, сам Кремль через различные службы приложил к этому усилия? Ну, исходя из той политики, которая велась Башканом и гагаузской автономией на официальном уровне, я все-таки больше склоняюсь к тому, что это скоординированные действия, потому что до этого Башкан избегала внятной, публичной, конкретной позиции по той ситуации и войне, которая есть в Украине. Ну а здесь, как мы видим, то есть уже определенная такая позиция, засвеченная и так далее. Я думаю, что это происходит в координации с Москвой. То есть, во всяком случае, большая вероятность этого, что Москве необходимы подобные, скажем, сигналы внутри самой Молдовы, где она имеет два фактически пророссийских анклавов, и она их использует. И вот это является одним из инструментов того, как Кремль использует эти анклавы. Потому что это публичные вещи, они абсолютно читаемы для политиков, для многих стран мира, тому, почему это делается. И вряд ли, что Башкан сама бы пошла на данную позицию и организацию подобного симпозиума, ну и вот всего того, что произошло. Я думаю, что это все-таки имеется определенная координация. Ну, тут стоит отметить, что как бы уровень представительства венгерской делегации был достаточно высокий, там на уровне полномочного премьер-министра по делам национальных меньшинств, то есть, как бы, я так понимаю, человек, который имеет отношение к правительству на высоком уровне и так далее. А какие, кроме того, что у Венгрии особая позиция по вопросу, она как бы идет против санкций, она не поддерживает Украину в этом, не солидаризируется с Украиной, да, то есть он как бы толкает российский кремлевский нарратив в своих заявлениях Орбан, да, как бы Европейский Союз нашел способ оградить влияние Венгрии на санкционную политику, да, Европейского Союза против России. Как складывались взаимоотношения Венгрии и Украины там до войны? Насколько я
знаю, они тоже не были такими ровными и безоблачными, да, вот именно взаимоотношения Венгрии и Украины. Можно сказать, что со времен, скажем, пока в Венгрии существует такая, можно назвать, эпоха Орбана, то, в принципе, украинско-венгерские отношения не были ровными, причем, что это не зависит, скажем, от той власти, которая находится в Украине. Действительно, были определенные напряженности, и они и остаются. Это еще во времена президентства Петра Порошенко, когда принимался закон в Украине про освиту. То есть Венгрия была одна из тех, кто очень сильно критиковал данный законопроект. И даже они, скажем, вставляли палки в колеса по взаимоотношению Украины с НАТО. То есть у нас были из-за этого у Украины проблемы, потому что не одобряла определенных шагов Венгрия, пользуясь тем, что она является членом НАТО. То есть отношения были достаточно такие напряженные, и действительно вот в течение всех там последних лет, а напомню, что война идет с 2014 года, и фактически Венгрия поддерживала вот позицию России. Или же если принимались какие-то коллективные решения в Европейском Союзе, в Венгрии всегда была особая позиция. Ну, находясь в таком коллективном органе, они всегда пытались как-то перечить этому и так далее. Но опять-таки иногда им приходилось все-таки принимать решения, которые, скажем, принимали большинством в Европейском Союзе. Но они всегда были своей особой позицией. И я думаю, мне кажется, что на сегодняшний день это уже все понимают в Европе, это прекрасно все знают. Но исходя из того, что в Европе все-таки действуют законы и правила, то приходится считаться с той властью, которая есть в Венгрии. И, насколько мне известно, у самой Венгрии тоже есть проблемы в взаимоотношениях с Брюсселем, потому что это касается и финансирования, и определенных других вещей. То есть Венгрия сегодня, это, можно сказать, что среди всего Европейского Союза, это основной союзник, наверное, вот Москвы. Собственно, у Москвы не так много вообще союзников в Европе. А если учесть, что Молдова — это европейское государство, а Гагаузия является частью Молдовы, то получается, что можно просто на одной руке пересчитать, кто является союзниками Москвы в Европе. Это там Венгрия или из Европейского Союза, или даже если не брать Европейский Союз, возможно, Сербия в некоторой степени. Ну и получается, что определенные анклавы в самой Молдове. То есть Гагаузия фактически вписывает такими своими действиями, она вписывает себя вот в эту когорту союзников Москвы. Ну хорошо, а вот для Гагаузии, как для территориальной автономии, чем это чревато? Ну скажем, если руководство региона, ну, знаете, руководство региона вообще-то заняло такую позицию очень такую желеобразную, если ее можно сказать. Активно, открыто свою позицию не высказывают, но высказывают ее вот такими вот жестами. Да? То есть это тоже жест, я с вами согласен. Этот жест, который четко показывает, без заявления, такое громкое, молчаливое заявление, да, по поводу того, с кем Гагаузия в данном случае. Вроде как бы не придрешься, и Венгрия же страна Европейского Союза, но при этом, если раскрыть скобки, о которых вы сказали, Иван, что Венгрия по большому счету толкает и продвигает в Европейском Союзе политику Кремля и повестку Кремля, то уже совершенно очевидно, если этим жестом, молчаливым жестом, на чьей стороне Гагаузия. Вот для Гагаузии чем это чревато? Вот как вы считаете? Ну, мне кажется, что здесь позиция Гагаузии в принципе уже обозначена. Ее прекрасно знают, ну не просто в Молдове, ее знают прекрасно и соседи Молдовы, то есть в Румынии, в Украине и так далее. И осознают, что исходя из той системы координат, которая существует вот в нынешней Гагаузии, когда там власть фактически избиралась на пророссийских лозунгах, какую они проводили политику и так далее, наверняка там всех соседей не удивляет то, что произошло в Камрате. Просто Камрат лишний раз подчеркнул, что он находится в фарватере Москвы. Для Камрата чем это чревато? Тем, что все вокруг понимают,
что пока Камрад не способен вести политику, которая бы опиралась на интересы самой автономии. А они продолжают вести такую политику, которая является зависимой от Москвы. И на это, конечно же, будут обращать внимание, когда вот сейчас идет постепенное выстраивание новой системы координат вообще в регионе. Когда рано или поздно война в Украине закончится, и мы все верим в то, что произойдет победа Украины. И вот тогда возникнет вопрос, а как себя вела Гагаузия? Как она относилась к этой войне? Какие они делали заявления? Какие они совершали поступки? Конечно же, тогда все вспомнят о том, как себя вела Гагаузия, официальный Камрад, и как они своими жестами и определенно тем, что они делают, фактически подыгрывали Москве. И в таком случае в дальнейшем это просто создаст проблемы, даже если не будет у власти нынешний Башкан, а действительно будет другой Башкан, исходя из того, что она уже 2 срока у власти. Уже сейчас закладываются определенные такие проблемы для будущей власти в Гагаузии, какая бы она ни была. Они уже сегодня создают проблемы для будущей власти, которой придется выходить из той ситуации. Эта власть еще неизвестно, когда будет избрана, потому что, учитывая те проблемы, которые сегодня есть. Иван, я благодарю тебя за то, что пришел к нам в эфир, прокомментировал ситуацию. Будем следить за ситуацией и будем ждать тебя у нас в эфире. Твои комментарии нам еще очень, очень понадобятся. Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Всего хорошего. Хорошего. До свидания. Друзья, у нас на связи по скайпу исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Республики Молдова, господин Петру Маковей. И с господином Маковеем я предлагаю поговорить о компании, или не знаю, как ее назвать. Сейчас мы с господином Маковеем определимся, что с этим делать. Да, вот компанию, которую некоторые активисты в Гагаузии, в частности ведущие ГРТ, запустили под лозунгом «Руки прочь от ГРТ», обвиняя в частности меня и обвиняя Ассоциацию независимой прессы в попытках закрыть общественного телерадиовещателя АТО Гагаузии. Господин Маковей, здравствуйте, слушатели в студию. Добрый день. Вы вообще сами слышали об этой компании, и что вы можете сказать о попытках закрыть общественную телерадиокомпанию ГРТ? Есть такая попытка, нет такой попытки? Разъясните, пожалуйста. Да, конечно, я об этом слышал. У меня есть коллеги, знакомые в Гагаузской автономии, которые, конечно же, мне об этом сказали. Я читал, перечитывал, пытался понять, так и не понял. Может быть, авторы этих постов скажут нам, о чем идет речь, о каких таких сборах подписей, потому что там утверждается, что кто-то собирает подписи для закрытия общественного телевидения в Гагаузии, что является фейком. Никаких таких подписей никто не собирает и не может собирать, потому что есть закон, кодекс о телевидении и радио, где прописано существование 2 радиовещателей, которые финансируются из бюджета. Это на национальном уровне Телерадио Молдова и на региональном уровне это Гагаузское радио и телевидение. То есть все это, опять же, желание высосать из пальца какое-то, я не знаю, какую-то сенсацию, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Повторюсь, никто не собирает подписей, никто не хочет закрытия ГРТ. Я в любом случае, наша ассоциация не хочет этого, но мы хотим, чтобы гагаузское общественное телевидение и радио стало вновь общественным. Потому что ситуация, которая сейчас складывается, я говорю в частности о телевидении, потому что знаю ситуацию. Мы занимаемся мониторингом этого телевидения и понимаем, я каждую неделю я просматриваю отчет о мониторинге и удивляюсь тому, насколько некоторые журналисты общественной телерадиокомпании, которые получают зарплаты, напоминаю, из денег всех налогоплательщиков региона. Это не люди, которые получают деньги от, я не знаю, Петрова или Васечкина, неважно, как он называется. Это люди, которые получают деньги из общественного бюджета за деньги налогоплательщиков и должны понимать это. К сожалению, у меня складывается не то, что
я понимаю и абсолютно убежден, что последние несколько месяцев, к сожалению, гагаузское телевидение перестало быть общественным телевидением. Я бы даже сказал, что она находится на стадии захвата со стороны некоторых местных политиков, которые пытаются использовать этот рупор для продвижения своих интересов, в первую очередь в рамках кампании за выборы Башкана Гагаузии, но и не только. Сейчас идет большая борьба между местными гагаузскими политиками с национальными властями, и они пытаются через рупор общественного телевидения влиять на умы жителей региона. И то, что политики это делают, это нормально. Политики всегда этим занимались и занимаются во всех странах. То, что делают журналисты, некоторые журналистки телерадио Гагаузия, мне непонятно, я не приемлю такого подхода, особенно, повторюсь, когда речь идет об общественном телевидении и радио. Мы уже не говорим о том, что, и это тоже является огромной проблемой, то, что общественное телевидение не освещает войну России против Украины никоим образом. Очень редко в новостях появляются какие-то обрывочная информация относительно этой войны, и то не прямо о войне, а косвенно, которая касается этой войны. Но тот факт, что жители не получают информации, это проблематично. И еще хуже то, что местные политики используют эту телекомпанию для дезинформации. Хорошо, просто внести ясность тем, кто нас смотрит. Откуда вся откуда растут ноги, откуда вот эта вся истерия, там был пост Нины Демоглы, она сейчас стала ведущей ГРТ, потом был аналогичный пост у Виктора Петрова, местный, а-ля меценат, который по сути имеет политические амбиции, и вся эта благотворительность, с моей точки зрения, это пиар-акция для продвижения политика. И еще один там новоиспеченный друг ГРТ, некий Петрович, если не ошибаюсь, патриот, который ходил по школам и рассказывал про сталинскую битву, да, в разгар войны в Украине. Так вот, они сделали пост, что якобы кто-то пытается закрыть ГРТ или призывает к закрытию ГРТ и собирает подписи. По сборам подписей они имели в виду ту самую декларацию, которую по инициативе АПИ, Ассоциации независимой прессы, вашей ассоциации, выпустили несколько организаций в поддержку, в частности, солидаризации со мной. И в связи с тем, что вот передачу нам коллеги показали, там, в принципе, 57 минут уделили тому, чтобы там очернять меня, клеветать меня и, в общем, всякими нехорошими словами меня обзывать. Я бы не хотел сейчас обсуждать эту передачу, я по ней высказался, и тем более это конфликт интересов. Но вот вы сказали очень хорошую вещь. Вы видели результаты мониторинга. Скажите, пожалуйста, что показывает мониторинг? Это единственный случай, когда журналисты ГРТ переходят черту деонтологии и законодательства, нарушают законодательство? Или вы наблюдаете аналогичное поведение в ряде других случаев? Нет, к сожалению, это не единичный случай, и это касается в основном ток-шоу. Речь сейчас не идет о новостях мы можем поговорить отдельно. У меня есть масса претензий как журналисту и как человеку, который разбирается в том, что является медиа и что должно быть общественным медиа. У меня есть масса претензий к новостям. Но если говорить о ток-шоу, есть очень большая попытка манипулирования общественным мнением через эти передачи, на которых, как правило, приглашаются люди, которые говорят одно и то же мнение. Как правило, мнение очень критичное в отношении, допустим, центральных властей, и это не является проблемой. Сам факт критики в адрес любых властей, местных или региональных, огромной проблемой является, что в этих передачах отсутствует плюрализм представления мнений. Это обязанность, которая есть в Кодексе о телевидении и радио. Это даже не деонтология, не журналистская этика, хотя это тоже очень важно. Но это обязанность, которую все телевидение и радио имеют через Кодекс о телевидении и радио. Как правило,
как можно осуществить этот плюрализм, потому что журналистки или журналисты гагаузского телевидения могут ссылаться на то, что к ним не ходят на передачи оппозиционеры. Во-первых, я не думаю, что это так. Я видел случаи, когда по приглашению гагаузского телевидения и депутаты парламента от правящей партии участвовали в этой передаче, но даже если нету оппонента, то есть в рамках теледебатов или, я не знаю, какого-то ток-шоу не существует альтернативного мнения, сам ведущий этого ток-шоу должен стать носителем этого альтернативного мнения, чтобы люди понимали, что речь не идет о том, что только об одной точке зрения на какую-то проблему. На ГРТ, к сожалению, очень часто, я не обобщаю, потому что есть и случаи хороших, объективных, равноудаленных, можно сказать, телепередач, но некоторые телепередачи, ведущие некоторых ток-шоу, они, в принципе, высказывают свое мнение. Очень понятно, телезрителю понятно невооруженным взглядом, что сами телеведущие являются сторонниками каких-то конкретных позиций. Допустим, позиции против правительства или против президента Санду, или против Европейского Союза, за Россию и так далее. То есть эти позиции, они видны через поведение самой журналистки во время этого ток-шоу, и это является проблемой. Хорошо, вот вы говорите, что журналисты, с одной стороны, вы говорите, что плохо, что они показывают свое мнение и свою позицию. С другой стороны, вы говорите, что если журналистка или ведущая ток-шоу ГРТ пригласила кого-то, допустим, с парламента, и там в этой передаче участвует только этот представитель, депутат парламента, допустим, тот же Уазу Нантой или Дам Перчун, да, их пригласили, они единственный гость в студии, там сидит ведущая. Вы говорите, что ведущая должна каким-то образом своим поведением, своими вопросами как бы создавать тот самый баланс для того, чтобы не был перекос мнений. Вот с одной стороны, вы говорите, что она не должна демонстрировать свою позицию, с другой стороны, вы говорите, что она должна не допускать перекоса мнений. Как в этом случае быть? Да, я себе ни в коем случае не противоречу, потому что таким образом журналистка или журналист не высказывает своего мнения. Он просто дает аргумент или оппонирующий аргумент гостю, который есть в студии, для того, чтобы показать, что это не единственное мнение в обществе, что есть люди, которые выступают за, и есть люди, которые выступают против. Журналист не дает свое мнение, но таким образом показывает, что есть и альтернативные мнения в обществе. Кроме этого, Михаил, мне кажется очень важным, что, к сожалению, своим поведением некоторые ведущие ГРТ на этих ток-шоу, они, в принципе, подчеркивают или продвигают некоторые фейки, которые есть в нашем обществе. Допустим, скандальная ситуация, которая высосана тоже из пальца относительно кампании ЛГБТ в школах. И было однозначно заявлено, и всем было понятно, кроме, наверное, некоторых телеведущих ГРТ, что это не было государственным заказом, что Министерство просвещения никоим образом в этом не участвовало. Но, вне зависимости от этого, были случаи, когда журналистки своим поддакиванием или формой, которой задавали вопросы, они, в принципе, оставляли понимать, что это действительно так оно было. Или это ситуация, которая мне тоже кажется отчасти не совсем, которая кажется мне искусственной, об противостоянии между властями Камрата и Кишинева. Да, эта ситуация есть очень многие вопросы, которые с одной стороны и с другой, но постоянное настаивание ведущих на этой проблеме без аргументации соответственной показывает тот факт, что некоторые ведущие пытаются, по большому счету, эту тему использовать для того, чтобы манипулировать общественным мнением. То есть вы имеете в виду, что есть позиция властей Гагаузии, в частности Башкана, исполнительного комитета, которая настаивает на том, что у нее противостояние с Кишиневым и у нее, ну, скажем так, у нее постоянная критика в адрес Кишинева,
и ГРТ присоединяется к критике Башкана, критикуя Кишинев дальше или как? Они, в принципе, берут мнение властей в данном случае и выдают их как за истину, что не является Властей правдой. Гагаузии вы имеете в виду, да? Властей Гагаузии. Да, вот именно. Вот Кроме да. этого, если позволите, мне кажется, очень большой проблемой состоит в том, в участии председателя Координационного совета господина Влаха, который является очень частым гостем на ГРТ, в том числе, как, я не знаю, как активист, как они его представляют, хотя общеизвестно, что он является организатором антиправительственных протестов, он является, в принципе, политически ангажированной фигурой. И он выступает, свои выступления он основывает очень часто на каких-то фейковых нарративах и непонятных спекуляциях относительно того, что делает и что не делает нынешняя власть, что делает, что не делает Украина, Европа и так далее. Огромной проблемой стало, когда общественное телевидение по непонятным мне лично причинам решило дать в прямом эфире брифинг этого Михаила Влаха, а потом еще в вечернем выпуске новостей дала большую новость без того, чтобы дать реплику людей, которых он обвиняет, именно господина Влаха. В передаче, о которой мы говорили, где вы, Михаил, являлись, да, обсуждалось в кавычках ваше личное дело, да, тоже господин Влах участвовал, и мне кажется, это является доказательством того, что господин Влах использует свое служебное положение, свой статус председателя наблюдательного совета ГРТ для того, чтобы влиять на издательскую политику ГРТ. Напомню, и согласно национальному законодательству, и согласно местному законодательству, ГРТ является независимым средством массовой информации, должно быть таким. И любая попытка влиять со стороны политиков, а господин Влах является политиком, хотя он, наверное, скажет, что это не так, но он по форме своих действий и по месседжам, которые он продвигает, он является, в принципе, пытается быть одним из местных больших инфлюенсеров и политиков. Любая попытка влиять на издательскую политику общественного, повторюсь, и буду повторять это много раз, общественного телеканала является однозначно незаконной. И мне кажется, что Народное собрание должно об этом подумать. Во-первых, мне кажется, что нынешний состав наблюдательного совета однозначно не справляется со своей миссией, а нынешний председатель вообще использует свое положение. Именно поэтому мы в своем заявлении молдавских неправительственных организаций потребовали, чтобы он был отправлен в отставку. Хорошо, вот вы вначале упомянули такую очень важную вещь, что как бы вы чувствуете, что телевидение, региональное общественное телевидение или общественный телерадиовещатель, по большому счету, захвачено определенными политическими силами. Да, и это как бы, по-моему, даже тут и они не скрывают этого. И используют... У меня такое ощущение, что как бы ГРТ, общественное телевидение, люди, которые сейчас управляют ГРТ, используют демократию, используют свободу слова. И за наши деньги, за деньги налогоплательщиков, для того, чтобы подорвать ту самую свободу слова и подорвать ту самую демократию. Особенно учитывая их позицию в отношении войны в Украине, солидаризацию с Россией, которая, в принципе, объявила такой крестовый поход против демократии в Восточной Европе и вообще в мире. Да? Как этому противостоять? То есть, как бы, опять же, возвращаясь к вопросу, они, конечно, раздувают тему, что ГРТ хотят закрыть, но у меня такой вопрос, как быть с этим, как уживаться с этим, и стоит ли вообще уживаться с той ситуацией, когда политические силы наглым образом захватывают бунт публика, то есть общественное достояние, и используют их в своих целях. Я уверен, что это в первую очередь это проблема гагаузского общества. Люди, которые платят налоги в бюджет Гагаузии, должны задаться вопросом, который задавались вы, Михаил. Почему за публичные деньги какой-то политик должен использовать ресурс, то есть и зарплаты, которые платят журналистам, и какие-то технические составляющие этой компании, которая является общественным благом, почему кто-то должен использовать для продвижения себя и своей компании. Я уверен, что ситуация только ухудшится в следующие месяцы, потому что политическое противостояние в Гагаузии
перед выборами башка только нарастает, и разные политические течения будут только тянуть из этой кампании каждый в свою сторону, как в той басне, которые, да, каждый тянули в свою сторону. И тут, во-первых, это проблема гагаузского общества, и гагаузское общество должно на это отреагировать, потому что это касается основ того, как люди в Гагаузии будут получать информацию сейчас и в дальнейшем. Если люди Я с вами не согласен. Я с вами не согласен, господин Маковей. Объясню почему. Потому что сейчас в Гагаузии серьезного противостояния политического абсолютно нет. Вы сами упомянули, что ГРТ продвигает позицию Ирины Влах. Ирина Влах сейчас пустилась в избирательную кампанию на национальном уровне. И там вы увидите больше нарратива, который продвигает Ирина Влах. И они как бы берут его за чистую монету и продвигают дальше. И это уже проблема молдавского общества, потому что общественное, этот самый бун публик, да, или общественное достояние используется в национальной избирательной кампании. А ГРТ это не просто региональное телевидение, а у него там 13-я кнопка или 23-я кнопка в Молтелекоме или, по-моему, даже в Старнете. То есть они фактически вещают на всю страну. Как с этим быть? Ну, мы с вами, Михаил, не противоречим друг другу. Мы говорим о одном и том же, но только с разных углов зрения. Мне кажется, что сейчас, учитывая, опять же, и все, что я сейчас не прокомментирую, госпожа Димогла или другие люди, которые начали эту псевдокампанию «Руки прочь от ГРТ», могут опять же использовать в своем посыле, что, мол, кто-то собирается позариться на общественное благо Гагаузии. Я именно поэтому считаю, что гагаузское общество должно давать больше прессинга на общественную телерадиокомпанию, это раз. Во-вторых, мне кажется, это огромная проблема, на которую который должен обсудить очень серьезно, должно обсудить Народное собрание. Повторюсь, с нынешним составом наблюдательного совета входить в избирательную кампанию с таким поведением наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета, входить в избирательную кампанию, это будет чревато тому, что это телевидение будет в дальнейшем использовано в политических целях некоторыми кандидатами, а это однозначно повлияет на демократию самих предстоящих выборов. И это огромная проблема для наших коллег из гагаузского телевидения и радио, из ГРТ. Я знаю, что там есть некоторые коллеги, после нашей декларации у меня были дискуссии с некоторыми из них, которые тоже возмущены ситуацией на ГРТ. Я думаю, что коллектив должен противостоять этим попыткам, во-первых, использовать телевидение и самих журналистов для политических целей, во-вторых, чтобы, в принципе, такого образа действий, такими действиями они только нарушают принцип самого общественности публичного телевидения. Я уже не говорю о том, что есть некоторые люди, которые пришли сейчас работать на ГРТ, и вопреки тем же деонтологическим нормам, где очень четко прописано, что работа журналиста никак не должна быть связана с работой политического, каких-то агитации политической или с каким-то аффилированным политиком. А у нас, мы говорили с вами о людях, которые были кандидатами в депутаты от некоторых партий, а сейчас являются ведущим ток-шоу на общественном телевидении. Но это Нина Димогла, кандидат от партии ШОР, сейчас является ведущей на ток-шоу. Вот, да, вот именно. И, конечно же, эта проблема, я соглашусь тут с вами, это проблема и Координационного совета по телевидению и радио Республики Молдова. И я очень рад, что КСТР после нашей декларации начал мониторинг именно вот этой передачи, потому что эта передача была верхом использования общественных частот. А частоты являются общественным тоже благом. Использование частот для каких-то своих целей, для того, чтобы свести счеты с неугодными. В данном случае это были вы, но завтра это может быть кто-то другой, какой-то другой активист из Гагаузии, и этого допускать нельзя. Ну, давайте возьмем выше, как бы ГРТ сводит счеты с противниками Ирины Влах, как бы, да, постоянно
извините за сленг, наезжая на депутатов отправившей партии и всех, кто не угоден. Как бы это мы видим. Избирательная кампания запущена, и мне кажется, это уже очень серьезно. Вот эта вся история обретает очень серьезный оборот, мне кажется. Согласен с вами. Господин Макей, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Я так понимаю, что эта ситуация будет иметь продолжение, поэтому ваши комментарии нам очень понадобятся. Спасибо большое. С удовольствием, да. Всего доброго. До свидания. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас в YouTube и Facebook, делиться этим видео, ставить лайки. Увидимся завтра в новом выпуске «Цены свободы». До свидания.